Каждый год 27 мая мы отмечаем, если юбилейная дата Дмитрия Карачабана, мы отмечаем это как день рождения Карачабана. А если остальные 4 года, мы отмечаем как день гагаузской поэзии. Еще примерно в 90-е годы, когда уже входило в традицию отмечать этот день, Анна Харламенко предложила этот день назвать Днем гагаузской поэзии. И инициативу пока поддерживаем только мы, но мне эта идея очень понравилась, и я ее решила продолжить. И сегодня мы пригласили молодых поэтов, писателей, которые являются членами Ассоциации молодежного союза писателей Гагаузии. Будут звучать стихи, будет звучать музыка. У нас рекламка идет по селу, по телевидению о том, чтобы каждый мог прийти и поприсутствовать на мероприятии. Uzun bir yol geniş, hepileri gider o bitkisiz. Canım dahse, sancı saplı, uzak yerde vatan kalır. Yol ileride, giderim ben, ama canım kalır yerde, bana pahalı durma yerden. Orada doğdum, orada büyüdüm, ilk lafımı ana dedim. Ana toprağım, doğma anam, ilk adımı tuttu babam. Pahalı güzel ana toprağım. Yeşil bağlar, geniş kırlar, tatlı sulu o çeşmeler, canımı tutar o duygular. Uzun bir yol, geniş, hepileri gider o bitkisiz. Ama canım kalır yerden, bana pahalı durma yerden. Halim rahatlığım benim bitti. Yeni güneş baktı bana. Kim yolladı bu kısmeti? Ta bir güneş, bir genç cana. İki güneş, bir genç cana, biri gökte, biri benim. Biri gökten güler bana, biri yerde sever beni. Açan geldin sen başıma, görebildin mi sen beni? Her gün çıkarsın yoluna, sen güneşim benim yeğenim. Açan şaştım bakışına, aldatmamışım kendimi. Gökten güneş verdi bana, seni yeni güneşim. İki güneş, bir genç cana. Biri gökte, biri benim. Biri gökten güler bana, biri yerde sever beni. Сегодня день рождения Дмитрия Карачабана, великого гагаузского поэта, и Людмила Карачабан пригласила меня принимать участие в этом мероприятии, так как сегодня также считается День гагаузской поэзии.
У меня есть немного стихов на гагаузском языке, один рассказ, который занял первое место в гагаузской прозе. И я пришел тоже представить свое стихотворение, свой рассказ. Думаю, что школьникам, ребятам это было очень интересно, а для меня это опыт и практика, где я мог бы научиться писать дальше. Если говорить о гагаузской поэзии, то я учился в 10-11 классе, и мне понравились стихи многих гагаузских поэтов, которые, их очень мало, но они очень ценные, потому что каждый из них выражает душу, выражает какие-то такие яркие чувства, и меня это очень зацепило. Таким образом, и мне захотелось самому попробовать. Я начал пробовать писать на гагаузском. Таким образом получилась гагаузская поэзия. Что касается гагаузской прозы, то я не писал долгое время на гагаузском, но буквально в этом году был конкурс гагаузской прозы, и тогда я уже решил попробовать написать на гагаузском рассказ. И получилось. Я как педагог получила образование педагога гагаузской языковой литературы, и мне творчество Дмитрия Карачабана было очень интересным и впоследствии очень полезным. В своем творчестве, что я могу сказать, что небольшое у меня творчество есть, свои собственные стихи и несколько рассказов, но те, которые... я мечтаю, конечно, выпустить свою книгу, но это будет в далеком будущем. Я надеюсь, это моя мечта. Писать я начала еще в школе, но более усердно этим занялась в учебные годы, в студенческие годы. Сейчас, конечно же, хочется, чтобы все это увидело свет, и уже 2 книги в 2 сборниках напечатали мои стихотворения. Это в Вулканежском районе вышел сборник «Вулканеж долайндан селямнар», и в сборник, который выпустила Союз гагаузских молодых писателей, это «Угус Сеси». Каждый народ имеет личности, которыми он должен гордиться, и эти имена великих людей, они должны оставаться в памяти нашей памяти. И вот такой великий человек, Дмитрий Николаевич Карачабан, который на самом деле поставил основу гагаузской поэзии и много трудился для того, чтобы сохранить культуру, язык гагаузского народа. Естественно, если мы любим свою родину, мы должны все это ценить и беречь, и продолжать его дело. На поэтических таких вот встречах я не первый раз, то есть Людмила Дмитриевна, директор музея, она часто меня приглашает, поэтому для меня еще раз сегодня это большая честь рассказать свои стихи, вспомнить о великом деле, который когда-то начинал наш такой вот сильный по духу человек Дмитрий Николаевич Карачабан. Естественно, мне очень приятно находиться, потому что все-таки здесь живет его творчество, его дух. İki ileri, bir geri. İki ileri, bir geri.